Эти правила условно-досрочного освобождения, они как-то мешают вам в вашей правозащитной работе здесь, в Москве? Они ограничивают вас в чем-то? Ограничивает в плане передвижения. Я не могу ездить, куда мне хочется. А работу у себя в офисе в этом плане ограничений нет. Не могу выехать, куда хочу. Чтобы мне куда-то поехать, нужно об этом известить, брать соответствующее разрешение правоохранительного органа. Вам вменяли хранение наркотиков. Если я правильно понимаю, то по правилам условно-досрочного освобождения вы должны были признать вину, чтобы на него подавать. Это так? Вы неправильно понимаете. Я не признал вину и никогда не признаю. И в моем ходатайстве об условно-досрочном освобождении нет этого. Я не признавал себя виновным. Возможно, это обязательно, но я этого не делал, не признавал. Наоборот, говорил, что я никогда не признаю вину. Этот вопрос вообще в суде не поднимался. При освобождении этот вопрос вообще не был поднят. Там есть шаблон, где пишут: осознал вину, в содеянном раскаивается. Но у меня в этом этого я вообще не писал, но я проверил, когда адвокат подавал, чтобы этого не было. Этого не было в этом прошении. Когда в заключении вы действительно увидели, как силовики работают, но увидели это уже изнутри. Что-то нового вы узнали, вот, оказавшись в тюрьме? Разумеется, узнал, конечно. Но систему изнутри изучить, это я получил большую пользу от этого, можно сказать. Вот я сидел в камере, в одной камере я практически провел почти год и 3 месяца. Через эту камеру у нас прошло 9 человек. Из этих 9 могу с уверенностью сказать, что только 3 совершили преступление. Остальные, еще исключая меня, никакого преступления не совершили. Но ни один из этих 9 не был освобожден, все получили сроки. Вам пришлось фактически на себе узнать, как в Чечне работает полиция, как относились к вам. Я знаю, что в Чечне есть некий культ возраста, и молодежь всегда уважает тех, кто старше. А как к вам относились, например, сотрудники службы исполнения наказаний в Чечне, судьи и вообще конвойные, которые вас окружали? У ФСИН для них нет никакой разницы. У них для УФСИНа, для сотрудников, которые работают в этой системе, для них не существует наших традиций и адатов. Они этого не придерживаются, наплевать на это. Есть закон, вот они руководствуются этим. Закон же не говорит вас проверять каждый раз? Не говорит, но и не запрещает им. Поэтому они делают то, что им не запрещает закон. А что вы можете сказать о настроениях людей в целом? Вообще, насколько люди боятся чего-либо высказывать публично, критиковать власти, критиковать Кадырова? Разные есть, но никто вам открыто не скажет, какое у него отношение. Никто открыто этого говорить в Чечне не будет. Журналисты были, иностранные журналисты, вот на прошлой неделе, по-моему, или на этой неделе они приехали оттуда. Я встречался с несколькими журналистами, они говорят, мы проводили опрос на улицах, спрашивали, как они живут. Все говорят, мы прекрасно, хорошо живем. Нет свободы мысли даже, не то что свободы слова.